Первый случай коронавируса зарегистрирован в Верхневилюйском улусе. Ситуация с COVID-19 в Якутии за сутки. Стимулирующие выплаты за май врачам и персоналу. 460 миллионов рублей получит республика по поручению Владимира Путина. Послабление режима самоизоляции и теплая погода. При каких условиях разрешены занятия спортом и прогулки на улице. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9709 человек до 281 752. Об этом сообщил оперативный штаб. Больше всего зарегистрировано случаев в Москве. Это 3855, уже на 2 дня подряд меньше, чем 4000. Подмосковье 907 и Петербурге 451. В Якутии за сутки зарегистрировано 43 новых случая коронавируса, 34 человека выздоровели, 1 летальный исход. Впервые случай коронавируса зарегистрирован в Верхневилюйском улусе. 40 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Якутске. По одному новому случаю зафиксировано в Намском и Сунтарском улусах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. В аэромобильном госпитале на Чаендинском месторождении проведено 1500 наблюдений и 1000 скрининговых осмотров. В госпитале оказывается помощь вахтовикам предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения. В госпитале распланировано зонирование, организованы санпропускники, отдельные входы для персонала и пациентов. Подготовлены к работе 4 аппарата ИВЛ, мобильная клинико-диагностическая лаборатория, помещение для компьютерного томографа и рентгена. В Ленском районе Республики Саха-Якутия вблизи Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения силами МЧС России развернут аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения граждан вместимостью до 125 человек. Медицинским персоналом уже проведено свыше 1500 динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников. Госпиталь интегрирован в региональную систему здравоохранения и при необходимости его ресурсы могут быть расширены. Для проведения противоэпидемических мероприятий задействовано около 30 специалистов МЧС России, в том числе 8 медицинских работников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также 10 медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. 460 миллионов рублей получит республика по поручению президента Владимира Путина на стимулирующие выплаты за май врачам и персоналу. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры по 50 тысяч, младший медперсонал по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Якутские медики получили все федеральные и региональные доплаты за апрель. Вместе с зарплатой 13-14 мая доплаты получил 2551 медик. Сообщается, что ранее также оперативно всем поступили доплаты за март. Весь персонал нашей больницы, детской инфекционной, которые работают с коронавирусными больными, врачи, медсестры, санитарочки, все получили дополнительные региональные и федеральные выплаты за работу с коронавирусными больными. Конечно, очень рады, и хотелось бы поблагодарить руководство нашей страны и нашей республики за поддержку медицинских работников, работающих с коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии COVID в непростой ситуации оказались несколько сотен тысяч предпринимателей по всей стране. В республике наиболее пострадавшими признано порядка трети всех субъектов малого и среднего бизнеса, а это около 13 тысяч человек. Вместе с тем, Якутия одна из первых среди субъектов страны приняла меры для их поддержки. 24 марта указом главы республики были утверждены первоочередные меры, среди которых снижение налоговой нагрузки, административных барьеров, обеспечение доступа к льготному финансированию. Кроме того, принят комплекс мер финансовой поддержки. Уже в ближайшие дни предприниматели смогут подать заявки для получения ряда субсидий, в том числе
на оплату процентов по банковским кредитам, на цифровизацию бизнес-процессов и создание интернет-магазинов, затрат на аренду коммерческой недвижимости, оплату коммунальных расходов и других. В общем, мерами поддержки будут охвачены не менее 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Хотелось бы отметить, что самая актуальная информация по всем мерам поддержки бизнеса, как на федеральном, так и региональном уровне, размещена на портале малого и среднего предпринимательства республики portal.b14.ru. На реке Лени нижняя кромка ледохода достигла границ Кобяйского района. Ниже гидропоста Сангара образовался затор льда. Уровень воды 889 сантиметров, что ниже критических отметок. В Ленском и Алекминском районах продолжается понижение уровней воды на 10-30 сантиметров. На реке Алдан в устьевом участке выше гидропоста Батамай Кобяйского района затор льда. Уровень воды 904 сантиметра. За 4 часа минус 9 сантиметров. На участке реки Буяга-Амга растет уровень воды с интенсивностью от 50 до 90 сантиметров за сутки. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается ниже гидропоста Вилюйск. На реке Яне в пределах Верхоянского района повышаются уровни воды от 5 до 15 сантиметров за сутки. На реке Колыма в пределах Среднеколымского района разводье 20-21 мая ожидается ледоход. Несколько домов в пригороде Якутска, Даркылахе, остаются 5-й день без электричества из-за половодья. По словам очевидцев, отключение коснулось и тех домов, которые не попали в зону подтопления. Без электроэнергии они живут 5-й день. Как сообщили в Якутскэнерго, в понедельник, 18 мая, они произведут осмотр высоковольтной линии. В случае отсутствия замечаний подача электроснабжения будет возобновлена, отметили в пресс-службе компании. Сообщаем, что в понедельник, 18 мая, работники Центрального РЭС произведут очередной осмотр ВЛ на территории, где ранее для безопасности населения были введены ограничения электроснабжения в связи с паводковой обстановкой. В случае отсутствия замечаний со стороны энергетиков, подача электроснабжения будет возобновлена. Экологи взяли пробы на реках Мирного в зоне деятельности компании «Алроса». Какие водоемы были исследованы, что показывают результаты и где можно с ними ознакомиться, расскажет Марферина Алексеева. В этом году паводок на реках Ирилях и Малая Баутоби начался раньше, чем в предыдущие годы. Специалисты экологического центра «Алроса» уже с начала мая приступили к усиленному мониторингу качества воды. Отбор проб осуществляется каждую неделю. Пробы воды отбираются во всех производственных точках рек Ирилях, Малая Баутоби, а также на ручье Таборный. Здесь рассыпные месторождения алмазов, и здесь происходит добыча алмазов. За мной стоит установка КСА-1, и далее мы уже вниз по течению реки спустимся к дражным полигонам. Помимо мониторинга качества воды, специалисты экологического центра и Мирнинского горно-обогатительного комбината проводят обследование притоков и производственных площадок, расположенных в границах водоохранной зоны. Эти регулярные исследования проводятся для обеспечения безопасности пропуска весеннего половодья, позволяют осуществлять оперативный контроль за состоянием водного объекта, а также сезонным изменением состава воды. Этот мониторинг чрезвычайно важен для осуществления тщательного контроля как для компаний, так и для республики. Лабораторные исследования будут проводиться на содержание таких веществ, как взвешенные вещества, соли, металлы, это основные вещества. Итоги лабораторных исследований дадут нам картину состояния, гидрохимического состояния водных объектов в период сезонного изменения, в период весеннего половодья. Результаты лабораторных исследований будут использованы в работе экологами экологического центра и республиканских экологов. Усиленный мониторинг состава воды и водных объектов в зоне действия компании будет осуществляться каждую неделю. После прохождения весеннего паводка работа лаборатории перейдет в штатный режим. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Начнут производство сыра и обновят кисломолочную продукцию в сельхозпредприятии Ленского района Батамайское. Когда новая продукция появится на прилавках, расскажет Анна Кожевникова.
2 новых молокоприемника общества с ограниченной ответственностью «Батамайская» будут установлены в Нюи и Артанахаре. Благодаря специализированному оборудованию в пунктах приема сдачи молока будет определяться жирность и качество. Также в этом году за счет республиканских средств предприятие закупит 100 голов племенных нетелей с Архангельской области. Это способствует обновлению стада. По сравнению с архангельскими, наши буренки дают в 5 раз меньше молока. Но не только от племени коровы зависит количество надоев. Оказалось, и от зарплаты доярок, которую в этом году повысили. Это у нас операторы машинного доения и животноводы, которые непосредственно заняты на производстве молока. Во втором полугодии планируется повысить зарплату всем остальным категориям работников, то бишь механизаторам и прочее. Теперь заработная плата доярок зависит от объема надоев, а такая сдельная оплата труда – хороший стимул для высоких показателей, считает управляющий. В апреле 2020 года было увеличение надоев на 40% по сравнению с 2019. Это еще и благодаря закупу специализированного комбикорма. Также внедрена система интенсивного откорма молодняка. Мы добились того, что у нас идет сейчас, в принципе, постоянный забой для отгрузки в магазины и в детские дошкольные учреждения города Ленска свежего охлажденного мяса. В этом году с помощью администрации нашего района планируем построить молочный цех, где будем производить этот ассортимент еще лучшего качества и в лучшей упаковке. И благодаря строительству нового молочного цеха будет запущено производство сыра, который, как пообещал гендиректор, не будет уступать известному алекминскому. Планируется изготавливать 3 разновидности сыра, и уже этой осенью жители Ленского района смогут попробовать новую продукцию батамайского предприятия. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Это и мой хлеб, и жизнь моя. Мастер из Брянска создает удивительные картины из дерева. Стамеска и кропотливый труд – вот основные инструменты, которыми пользуется Евгений Дубовик на протяжении 20 лет. 34-летний художник родился в семье, где секреты резьбы по дереву передавались из поколения в поколение. Ульяна Шагина с подробностями. Когда мы гуляли с отцом по лесу, я наблюдал, как в его руках превращаются корешки и веточки причудливой формы и в разных животных и птиц. Я понимал, что мне хотелось создать нечто подобное. Секреты резьбы по дереву передаются в семье Евгения из поколения в поколение. Его прадеды строили мельницы и церкви. Дед был плотником, а отец занимался изготовлением мебели. В 6 лет впервые отец мне вручил в руки резец. Это был стамеска, косяк и разделочная доска. В то время это была первая моя геометрическая резьба. После окончания учебы в Брянском художественном училище в 2005 году молодой столяр долго оттачивал мастерство и со временем выработал свой авторский стиль. При изготовлении панно Евгений работает в техниках барельефной и горельефной резьбы. Резьба, творчество, искусство, как можно это назвать, это моя основная работа. И это и мой хлеб, и жизнь моя, и творчество. Я живу этим, наполняюсь каждый день. Это состояние души. Резьба – это я получаю яркие эмоции, когда каждая картина выходит все-таки из-под резца, она даже меня впечатляет, потому что конечный результат я не могу знать. Каждая картина, она индивидуальна. За время творчества у мастера прошло несколько выставок в России и за рубежом, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе и Кельне. И, конечно, как любому творческому человеку, Евгению хочется оставить свой след в истории и создать что-то необычное, чтобы результат его деятельности менял умы людей в лучшую и добрую сторону. Ульяна Шагина, Евгений Хлопков, Брянск, Якутск. Послабление режима самоизоляции и теплая погода манят людей заняться спортом и выйти на прогулки с детьми. Тем более, что сейчас это разрешено, но при важных условиях. При каких, знает Сергей Михедов. Из госслужащего в спортсмены и предприниматели. 5 лет назад Аял Толстяков решил заменить рабочий кабинет групповыми тренировками и твердо следует выбранному пути. Сбросив 20 лишних килограммов, теперь Аял – консультант по правильному питанию. Ежедневные утренние пробежки и общение с единомышленниками – такой здоровый ритм жизни мог бы продолжаться, если бы не вмешалась пандемия. Я уже дома сидел больше месяца, наверное. Мы все равно продолжали заниматься с помощью онлайн всяких разных приложений, пытались не терять форму,
А сейчас, так как разрешили немножко бегать, да, небольшими количествами людей, я сразу же выбежал и начал заниматься спортом, и это очень классно. На столичные тренировочные площадки продолжают возвращаться любители спорта. Здоровый образ жизни невозможен без свежего воздуха. Несколько подходов, по 10 повторений. Что еще нужно спортсмену для прекрасного самочувствия? Я сидел дома и занимался дома. И смотря со стороны, думаю, понимал то, что продают алкомаркеты, работают алкомаркеты, а тренажерные залы не работают. И как-то это неправильно было. И считаю то, что государство сделало правильное решение, то, что сделало послабление. Готовилась к весеннему чемпионату по бодибилдингу в фитнес-бикини. Но так как его перенесли, пришлось уже приостановить тренировки, так сказать. Радует, что сейчас разрешили на улице хотя бы заниматься. Между тем, количество новых случаев COVID-19 продолжает увеличиваться. В одном только Якутске накануне за сутки выявили более 60 положительных анализов на коронавирус. Инфекция переходит от человека к человеку, и выявить источники заражения становится все сложнее. За ночь вчера поступило к нам 30 больных. Каждым днем увеличивается. Например, если вчера мы выписали 23, а ночью поступило 30 пациентов. Выходить на прогулку или пробежку – это личное решение каждого человека. Необходимо понимать, что опасность реальна. И заразиться COVID-19 сейчас можно практически где угодно. И послабление режима самоизоляции эту самую изоляцию полностью не отменяют. Поэтому, чтобы оставаться здоровым, просто занятий спортом сегодня недостаточно. Важно исключить контакты с окружающими, находясь вне дома. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.